Никто не забыт, ничто не забыто. Память жертв сталинских репрессий почтили в Тбилиси. В столице Грузии прошла конференция вайнахских и грузинских общественных деятелей, посвященная депортации кавказских народов. В ней приняли участие делегации из северокавказских республик и представители вайнахских диаспор. Состоялась презентация сборника стихов чеченского поэта Аптиби Султанова на двух языках – грузинском и чеченском. Подробнее в сюжете Звядом Чедлишвили. Ингуш Асван Куазо – один из участников конференции. Он родился уже после возвращения его народа на Кавказ. Про ужасы депортации знает только по рассказам старших. В 1944 году, когда был акт депортации, ингушей физически составляли где-то в пределах около 100 тысяч человек. В 1992 году, когда состоялась этническая чистка уже повторно в приграничном районе Владикавказья, на исконной родине ингушей, были изгнаны в пределах 70 тысяч ингушей, живших в приграничном районе Владикавказья. А это причина именно этих событий 1992 года. Корнями уходили в 1944 год. Асван рассказывает, когда его пригласили отметить трагическую дату в Тбилиси, согласился не раздумывая. Здесь, по его словам, хорошо понимают боль вайнахского народа. Конференция началась с минуты молчания. Присутствующие стоя почтили память погибших в годы сталинских репрессий. Операция «Чечевица», судьбы репрессированных народов и антикавказские настроения в сегодняшней России – таковы темы форума. Гиви Гамбашидзе, один из организаторов конференции, выступая, неожиданно поделился мнением. Антивайнахская идеология зародилась в России давно. Ее продвигали еще Пушкин и Лермонтов. В доказательство привел произведение российских классиков. В зале слушали с интересом, но согласились не все. Главное в конференции – презентация книги Аптиби Султанова, чеченского поэта. Тема депортации занимает центральное место в его творчестве. Теперь со стихами Бисултанова могут ознакомиться и грузиноязычные читатели. Лучшие его произведения перевели на грузинский. С тех пор, как я 8 лет назад покинул Чечню, я сегодня впервые счастлив. Я нахожусь в стране самой дорогой, самой любимой мне, стране, в которой я искренне счастлив и искренне хотел бы жить и умереть. Чеченцы и ингуши далеко не единственный народ, подвергшийся депортации. На конференции отметили, сталинская политика коснулась и грузин. Более 400 тысяч человек были объявлены врагами народа и переселены в Среднюю Азию. Многие из них до сих пор не могут вернуться на родину. Звядом Чедлишвили, Ираклий Нароушвили, канал ПИК.